Если вдруг я птицей кану в неизвестность, в поисках тебя я обойду всю вечность. Если вдруг сгорю в огне в объятиях страха, станем мы вдвоем тогда единым прахом. Если миражом появлюсь небесным, ветром я тебя настигну наконец-то. Если принесу тебе одни лишь беды, хватит, светик мой, я вынесу и это. Кайырлы Болборле ауылда кітапханасы. Биыл Мукагали Макатаевтың туғанына 90 жыл. Мукагали Сулейменович Макатаев – казахский поэт, которому признание пришло только после смерти. Но он до последних дней сохранил в душе детский идеализм и непосредственность. Родился Мукагали Макатаев 9 февраля 1931 года в селе Карасас Нарынкольского района Алматинской области, в простой рабочей семье. В семье Мукагали был первенцем. Счастливое детство прервала война. Мукагали много читал, открывая в книгах прекрасный мир, столь не схожий с реальным. После окончания школы работал секретарем местных органов управления в родном ауле, а также учил детишек русскому языку. Первая и единственная любовь повстречалась Мукагали в 17 лет. Звали девушку Лашин. Через год, в 1949 году, они сыграли свадьбу. Супруга подарила Мукагали 2 сыновей и 4 дочерей. С 1954 по 1962 год Мукагали трудится диктором на радио. Потом переходит в журналистику. Поэт прожил недолгую, но яркую, бурную и сложную творческую жизнь. Современники часто не понимали его. Первый сборник стихов вышел только через 13 лет после творческого дебюта, а переводов своих произведений на русский язык поэт так и не увидел. Настоящая слава пришла к нему только после смерти. Последняя прижизненная книга стихов «Поэма жизни» вышла в середине 1976 года. После кончины Мукагали Макатаева выходит еще несколько сборников: «Река жизни», «Биение сердца», «Шолпан». Многие известные казахские песни – это стихотворения поэта, которые получили великолепные музыкальные дополнения. Это песни Саржайляу, Казахстан, Жумагали. Мукагали Макатаев внес огромный вклад в национальную культуру и искусство Казахстана. Его стихи останутся в вечности.